Мы начинаем урок русского языка. Урок проведу я, Наталья Сергеевна, учитель гимназии номер 3. С нами работает переводчик русского жестового языка Ирина Михайловна. Занимайте свои рабочие места, открывайте тетради. Проверьте, правильно ли у вас располагается тетрадь. Откройте тетради, запишите дату. 21 апреля. Апреля. Займемся чистописанием. Сегодня мы напишем строчку заглавной и строчная буква «Т». Посмотрите на элементы букв. Напишите буквы правильно и красиво. Выполним словарную работу. Вчера мы с вами научились правильно писать слова «портфель», «рюкзак». Прочтем их вместе орфографически. Портфель, рюкзак. Запишите эти слова к себе в тетрадь. Поставьте запятую. Сегодня наш словарик пополнится еще одним словом – тетрадь. Посмотрите, как записано слово тетрадь. Задумывались ли вы когда-нибудь, откуда в русском языке появилось слово тетрадь? Послушайте, что сказано в словаре. Тетрадь. Слово заимствовано в XI веке из греческого языка. Оно означает четвертую часть полного листа. Тетра. 4. В далекие времена тетради состояли из сшитых листов пергамента, позже из бумаги. Вот такой секрет открывает нам этимологический словарь. Теперь каждый из вас, согнув лист четверо,
может изготовить древнюю тетрадь? Давайте прочтем словарные слова. Портфель, рюкзак, тетрадь. Помните, вчера на уроке русского языка мы говорили о том, как правильно надо произносить слова. Давайте потренируемся и вспомним сегодня эти слова. Алфавит, банты, нет бантов, голоден, но голодна, добыча, договор, документ, жалюзи, звонит, искра, йогурт, каталог, километр, кладовая. Вспомнили? Мы сегодня продолжаем с вами погружаться в тайны русского языка. Уверена, вам будет интересно. Поможет нам разобраться в теме сегодняшнего урока ударение. Напомню, это выделение голосом одного из слогов в слове. Значок ударения тоже вам уже знаком. Начинаем. Я предлагаю вам записать 4 слова к себе в тетрадь и поставить знак ударения. Посмотрите на эти слова еще раз. Измените в каждом слове ударение так, чтобы получилось новое слово. Запишите получившиеся новые слова.
замок, замок, мука, мука, атлас, атлас, и ирис, ирис. Что же вы заметили? Слова написаны одинаково, а благодаря ударению значение слова меняется. Понаблюдаем за этим явлением еще раз. Замок, замок. Атлас, атлас. Ирис, ирис. Друзья мои, иногда ударение меняет значение слова. Клубы. Вы знаете, что существуют танцевальные клубы, детские клубы, клубы по интересам. Клубы, например, пара или дыма. Вот какие превращения могут быть благодаря ударению. А знаете ли вы, что слова, которые пишутся одинаково, а произносятся по-разному, называются омографы? С этим термином вы еще не один раз встретитесь на уроках русского языка. Давайте прочтем вместе. Слова, которые пишутся одинаково, а произносятся по-разному, называются омографы. Таких слов в русском языке достаточно много. Ну а сейчас предлагаю вам разгадать секрет стихотворения, которое написал Козловский. Стихотворение называется «Медведь и осы». Веселое стихотворение, прочтем его вместе. Нес медведь, шагая к рынку, на продажу меду к рынку. Вдруг на мишку вот напасть, осы вздумали напасть. Мишка с армией осиной дрался вырванной осиной. Мог ли в ярость он не впасть, если осы лезли в пасть? Жалили, куда попало, им за это и попало. Нашли секрет стихотворения? Есть слова, которые мы произносим одинаково, а пишутся они по-разному. А знаете ли вы, что слова, которые произносятся одинаково, но различные по написанию, называются омофоны? И таких слов в русском языке достаточно много. Предлагаю прочесть следующее стихотворение. Такса. Козловский. Сев в такси, спросила такса: за проезд какая такса? А водитель: денег с такс не берем совсем. Вот такс. Скажите, пожалуйста, вы встретили в этом стихотворении омографы или омофоны? Конечно же, омофоны. Слова произносятся одинаково, а написаны по-разному. Я предлагаю вам первое четверостишее этого стихотворения записать к себе в тетрадь. Обращаю ваше внимание, что, списывая стихотворную форму, каждую строчку мы пишем с заглавной буквы.
Ну а сейчас, друзья, предлагаю вам игру. Игра называется «Да или нет?». Если вы соглашаетесь, обычно вы киваете головой. Если вы не согласны, то принято покачивать головой из стороны в сторону. Делайте это аккуратно. Итак, играем. Я задаю вопрос, а вы отвечаете. Выделение голосом одного из слогов в слове – это ударение. Согласна. Слова «алфавит» и «банты» написаны с указанием правильного ударного гласного звука. Алфавит, банты. Слова, которые пишутся одинаково, но произносятся по-разному, называются омографы. Конечно. Например, замок – замок. Переходим к четвертому вопросу. Слова, которые произносятся одинаково, но различные по написанию, называются омофоны. Согласны вы? Конечно. Друзья мои, удалось ли вам на уроке удивиться? Уверена, что вы сделали на уроке открытие. Вам понравился наш урок? Спасибо вам за работу. Думаю, что теперь вы будете находить в веселых стихотворениях омографы или омофоны. Всего доброго, знатоки русского языка. Сейчас у вас перемена, и через 20 минут мы встречаемся на уроке математики.